Таймуру 20 лет, но не знает Рустам, что сын у него. Продолжай. Что он стал сильнее 100 слонов. Что 1000 львов бегут от него. Я поверить готов, но дальше. И сын ничего про отца не знает. Мне все расскажи до конца. Что там еще? Трудно было узнать. Так тщательно тайну великую мать и дед сохраняют. Довольно болтать. Что знаешь еще? Имя сына назвать могу. Это все? Все в ушах. И наград великих ты ждешь? Я всему буду рад. Достоин награды я сам, мерзкий раб. Могу сам назвать его имя. Сухраб. Он внук саманганского шаха. Вот он. Прекрасен и смел, и умен, и силен. Рустам и Сухраб. Коль поладят они, Турану конец, сочтены его дни. А мне позавидует разве что раб. Так ждешь ты наград? Молодчина, Сухраб! Так тайну от всех ты сумел сохранить? Да, Шахов Разяб, я молчал. Удавить! Меня? Но за что? Я не вижу вины! Свидетели лишние мне не нужны. Я всех, кто о тайне Сухраба узнал, велел удавить или голову снял. Помилуй! Помилуй! Ну что ж, приговор отменить. Велю я тебя по-иному казнить. Отсечь ему голову, выкинуть псам. Нет, стойте! Ведь мозг все, что знает он сам, им выболтать может. Так, просто отсечь, потом закопать, чтобы тайну сберечь. Так знаете же все, что Сухраб... Тайна проклятая, словно чума косит соглядатаев. Тот без ума, кто будет считаться с такой мелюзгой, когда нам с Рустамом Турана грозой покончить есть случай. Уже 20 лет я жду терпеливо. Вот этот атлет растет, все сильнее становится он. Рустам отродье, отцом наделен такой же мощью. Так что ж, может быть, он тот, кто сумеет Рустама убить? А если друг друга убьют, вот тогда не будет страшна мне любая беда. Совет тебе дам я. Скорее их столкни, пока не узнали друг друга они. Ведь может и ветер случайный принесть Рустаму о сыне внезапную весть. Ты прав. Я их в битве кровавой столкну. С Ираном Туран начинает войну.
Ты молод, но я доверяю тебе судьбу моих войск. Я знаю, в борьбе ты будешь отважен, но также сумей быть злее, чем тигр, и мудрее, чем змей. Врагов не щади, жизнь их ломаный грош. Еще обещай, что Рустама убьешь. Запомни, Рустам главный враг, и его ты должен на бой вызвать прежде всего. Я с детства часами готов был внимать тому, что о нем говорила мне мать. Мечтаю сразиться с ним, честью клянусь, над непобедимым победы добьюсь. А что ты с ним сделаешь? Правду скажу. Пощады попросит, и я пощажу. Ведь сам он не мстил после битвы врагу. Я быть недостойным его не могу. Твой дед платит дань мне. Ее я сниму, как только с Рустамом покончишь. Ему во всем тебя верить прошу, как отцу. Советником быть при тебе, мудрецу. И помни, что там, где совет даст хуман, нет места коварству. Немыслим обман. Отправил я деду и матери весть о том, что мне шахом оказана честь. Ты им сообщил, что наказ тебе дан с Рустамом сразиться 1 на 1? Да, и о наказе, что дал властелин. Напрасно тревогу вселяешь ты в мать. Я вести такие не раз буду слать. Я воин. Ты прав. А надежен гонец. Он верный слуга и отважный боец. Еле догнал. Быстро скачешь, хвалю. Чего тебе? Живо. Я ждать не люблю. Послание Сухраба отдай мне. Оно в руках у меня быть могло бы и давно, когда пожелал я стать тем, кто я есть.
Я, видишь ли, див, и готовил я месть всем людям. Но вовремя понял, кажись, что самая страшная месть — это жизнь. Тогда я решил не влиять на людей до времени силой волшебной своей. Сейчас она мне все еще не нужна. Но вот пред тобой, поскольку война, обычнейший воин. Письмо! Да не вой! Его ты получишь с моей головой! Письмо! Где письмо? Снял ты груз с наших плеч. Теперь хорошо бы послание сжечь. Нет, волшебством ни за что. Жизнь сама. О чем ты? О том, что причудливый сна ход жизни. Взгляни, коль глазами не слаб, не так к нам явилась, чей отпрыск Сухраб. Да, ты не ошибся. Она Тахмина. И может все планы нам спутать она. Послание твое не пришло, но сама душой ощутила, сгущается тьма вокруг мной любимых людей. И тогда к тебе я, Сухраб, поспешила сюда. Какая опасность грозит тебе, сын? Сказала, любимых людей? Не один я разве тобою любим? Кто второй, кто третий? Ревнуешь? Прошу, будь со мною вполне откровенна. Так кто же второй? Второй? Твой отец. Кто он? Правду открой. И чей талисман я ношу? Терпение имей. Все тебе расскажу. Так много врагов у отца твоего, что скрыли на время мы имя его. А может быть, стыдно назвать? Как смел ты подумать? Прости меня, мать. Пойми, что измучен догадками я. Сомнения твои оскорбляют меня. Прости. Так знай, отец твой великий герой. А имя? Велел он той давней порой, когда мы расстались, скрыть имя его, пока не догонишь отца своего ты славой, а слава его велика. Так знай, что веду на Иран я войска. Я подвиг свершу, я Рустама найти хочу, чтоб сразиться с ним. Нет! Погоди. Поверь, что вступить в поединок со мной заставлю Рустама я. О, мой родной! Не бойся. Я чувствую равным себя Рустаму. А там как захочет судьба, и кто бы из твоих нас не пал. О, Творец! Так знай. Что с тобой? Рустам, твой отец. Да, вот неудача. Ну что же, пойдем мы, как говорится, обходным путем. Сухраб все узнал, но не знает отец о сыне. Теперь всем сомнениям конец. Итак, на Иран поведу я войска. Забыв, что обида его велика, по зову отчизны он ринется в бой и встретится в схватке кровавой с тобой. Что, если в бою не узнаешь отца? Узнаю его и не видя лица. Но как? По удару, по силе меча. О, если ударит Рустам сгоряча, узнать ничего не успеешь. Удар отца пресечет сразу жизнь твою, дар, что дал он тебе. Нет, я знаю, мой меч сейчас словно молния головы с плеч. Прости мою глупую речь. Я отдать готов за отца свою жизнь.
Но я мать, жена. За обоих за вас я дрожу. У брата совета спрошу. Подскажу, что делать, сестра. Говори, жандаразм. Ты знаешь, Рустама я видел не раз. И часто веселый заздравный фиал с Рустамом на давних пирах поднимал. Так вместе с Сухрабом отправлюсь я в путь. О, брат мой, ему ты опорой будь. Как только в сражении столкнутся мужи, так сразу ты сыну отца укажи. Сестра, не тревожься. Рассеется мгла, что между отцом и Сухрабом легла. Хуман. Ничего не узнает он, мать. Пора наше войско в поход поднимать. Послал это войско к нам шах Афрасиаб. Его возглавляет могучий Сухраб. Советник Сухраба — самудрый Хуман. Где это леса, там все ложь и обман. Что делать, Хаджир? Здесь врага задержать. Кабусу гонца за поддержкой послать. Одним одолеть нам туранцев не вмочь. Ты прав, мой Хаджир. Что ты хмуришься, дочь? Подмогу просить. Потерять свою честь. Разве есть выход надежнее? Есть. Какой? Победить полководца, и прочь все войско уйдет. Ошибаешься, дочь. Обычай такой был давно в старину. Чтобы быстро, бескровно закончить войну, сражались два храбрых. За каждым страна. Теперь благородство не знает война. Придется Сухраба в бою одолев схватиться с Хуманом. Коль свалится лев, лиса убежит. Может, правда твоя. А кто же с Сухрабом сразится? Я. О, дочь моя воин, горжусь я тобой. Хаджир с ним сразится, твой брат. Что же, в бой? Живым или мертвым ко мне приведи Сухраба, как пса на аркане! Иди!
Я верю, что будет победа с тобой. Сухраб и Хаджир вызывают на бой. Не знал поражения он до сих пор. Увидишь, как я превращу его в ссор. Не конь у него, а огонь. Но мой лал получше. Он Рахша потомок. Не знал, что конь у тебя родовитый такой. Быть может, не так еще это. Ну, в бой! Ты просишь пощады? Сражаться нет сил. Пощады же я никогда не просил. И если ты мне предложил выбирать, я выбрал. Убей. А не рано ли в рай? Вставай. Ты прощен. Ты мой пленник, и мне еще пригодишься на этой войне. Тебе пригожусь. Ага. Ты с Рустамом знаком? В лицо его знаешь? Конечно. Идем. Как смел ты ввязаться с ним в бой, жалкий раб? Победой тебя поздравляем, Сухраб! Тише! Мой брат. Все смеются. Какой-то стыд. Эй, саблю и щит мне! Нет. Гурда Фарид, постой! Все равно не удержишь меня. Скорее подать мне копье и коня! Мой пленник, ну вот, здесь отныне твой дом. Так значит, Хаджир, ты с Рустамом знаком? Еще я вернусь. Потолкуем тогда. Thank you.
Вновь вызов на бой. Примешь ты его? Да. Попалась? Теперь не уйдешь ты. Войны тебе искать с этим ликом луны. Добычи такой не ловил я досель. Не вырвешься. Бьешься напрасно, газель. О да, ты прекрасна. Не прячь же лица. Меня победил ты. Но в честь бойца победа над девой. Ты, видно, забыл, на что надо тратить свой воинский пыл. Неужто на черные косы вот эти? Теперь над тобой, смеясь, даже дети болтать будут всюду. Сухраб до небес пыль поднял. Он с девой в драку полез. А я не хочу, чтобы из-за меня такая пошла о тебе болтовня. Теперь я узнала, как добр ты и храбр. И знай, я тебя уважаю, Сухраб. Так скажем, что мы подружились с тобой. Но видели все, что вступили мы в бой. И я промолчу, и ты истину скрой. Объявим мы всем, что наш бой был игрой. Хотел посмотреть ты, насколько сильны мой меч и копье. Я гожусь для войны или нет? Ты всесильна. Твоя красота острее меча и надежнее щита. Ну вот, мы сумели друг друга понять. Коль мир предлагают, зачем воевать? Тебе я сдаю все владения мои и все мое войско. Зачем же бой? Они ведь еще не узнали о том, что мы помирились. Прикройся щитом. Или ждать понапрасну? Таков твой обычай. Ах, вот оно что. О, коварная лань. Мне сердце насмешкой поспешной не рань. Я матерью милой клянусь, и отцом, луною и солнцем, престолом, венцом, что крепость разрушу, и будешь опять ты в этих руках трепетать и рыдать. Нет, видно, меня не сулил тебе рок. Ты лучше бы, Витязь, себя поберег. Себя? От кого же? К нам скоро Рустам на помощь придет. О, как прекрасен твой стан.
И как тебя жаль мне. Пощады не жди. Спеши же и войско домой уводи. Скажи, что с тобой? Что с тобой? Что с тобой? Неужто Сухраб проиграл этот бой? Что это вдали там сверкает? Село. Давно там уже позабыли про зло. Сегодня я руки по локоть во зло свое окуну. Уничтожить село! Он села поджег. У войны такой счет. Воюют цари, а страдает народ. Забыл благородство он из-за меня. Не станем мы ждать наступления дня. Из крепости ходом подземным пора уйти. А иначе не ждать нам добра. Послание отдай ты шаху Кавусу. Еще передай ему на словах, мол, Сухраб так силен, что только с Рустамом не справится он. Пусть войско Кавус поведет сюда сам, но пусть непременно с ним будет Рустам. Помощи нас попросил Гаждихем. Ему мы поможем. Дрожать? Перед кем? Что нам Афросиаб? Он не шах, рыжий вор. Он ищет победы, найдет лишь позор. Ударс, ты отряды свои поведи, чтоб с тыла врага обойти. Впереди он встретит Бургина, а справа Бахрам. А кто же с Сухрабом сразится? Я сам. О, шах, Гаждихем сообщил, что Рустам, и только Рустам. Повторяю, я сам. Убьешь ты его, несомненно. Но шах, достоин ли шаха? Скажи этот шаг. Что, воинов нет у тебя?
Тут и там их тысячи. Самый же лучший — Рустам. Возможно, ты прав. Так зовите ж его, Рустама, прославленного моего. Так этот Сухраб, или как его там, застрял в старой крепости. Да. Но, Рустам. Ну что? Говори. Отчего замолчал? Я здесь, в этой ссылке, совсем одичал. Но это почетная ссылка. Пусть так. Да был мой почет не заслужен. Пустяк не видеть живого лица 20 лет. 20! Тяжелый остался в душе твоей след. Забудь все. Отчизне опасность грозит. Но враг, как я слышал, и сам не спешит. Мною будет, поверь, уничтожен Сухраб. Я слово даю в том, а слово я раб. Мы знаем, что клятву ты сдержишь, Рустам. Клянусь, я Сухрабу пощады не дам. Сухраб? До сих пор я о нем не слыхал. Он юный или стар? 20 лет. Вот фиал. Клянусь же я тем, что дожил до седин, ему не исполнится 21. С ума он сошел. Да, безумно влюблен. Проклятая гурта Фарид. Вот и он все ищет да без толку. Эта газель давно далеко убежала от сель. Легко он к ней в сети попался. Вождем мальчишку назначить беда. Подождем, очнется Сухраб. Но очнется и враг. Пока мы торчим здесь, все силы в кулак, единый и мощный, наш враг соберет. Придумала жизнь неплохой оборот. Никто, так как ты из владык в старину, не бился у страсти, безумной в плену. Бойца привлекает лишь славы краса, орлу подобает любить небеса. Ты сердце влюбленного жар охлади, не то поражение бесславного жди. Одержит победу твой грозный клинок, и дева опять у твоих будет ног. Меня исцелил ты. Я впрямь был в плену. Любовь подождет. Продолжаем войну.
крепость меня проведут. Должен сам увидеть Сухраба я. Сразу Рустам узнают тебя. Проберусь я тайком. К тому же оденусь туранским стрелком, воспользуюсь тьмой. Тьмой? Да что ты? Взгляни. Не спят еще все там. На страже они. Где тот огонек, что повел бы сквозь тьму меня по дороге к отцу моему? Упасть бы у ног, протянуть талисман, сказать: я твой сын. Осторожно, Хуман. Мне завтра покажешь отца моего. Надеюсь, ты сразу узнаешь его. Его я не видел почти 20 лет. Но в том, что узнаю, сомнений нет. Ну как? Я сойду за туранца? Хорош? В одежде такой ты там всюду пройдешь. А ходом подземным сама поведу тебя я. Ты храбрая? В нашем роду нет трусов. И брату хочу я помочь. В плену он. Какая сестра ты и дочь. Да будет прославлен навеки народ, что женщин рождает таких. Ну, вперед. Там веселятся. Ну что ж, завтра днем мы битву с хваленым Сухрабом начнем. И будет убит он. Жесток приговор. Жесток ты. Послушай, с каких это пор о нем ты печешься? С тех пор, как меня в бою пощадил он, свалившись с коня. И брата оставил в живых моего. А ты? Ну, а ты пощадишь ли его? Нет. Клятву я дал, что он будет убит. Да ты обернись ко мне, Гурдафарид. Свет женщины рано, о Гурдафарид. Одна ль благодарность тебе говорит. Оставь этот нож. И не действуй спеша. Я знаю, находится женщин душа. Где? Там, где их тело. Любуюсь тобой и верю тебе. И надеюсь, со мной душой ты. С Ираном. Достойный ответ. Идем, дочь моя. У нас времени нет. Встречу с Рустамом. Он очень хорош. И нравится женщинам, видно. Ну что ж, ищи, где твой брат. Ну иди же. Я жду.
Ты здесь остаешься? Еще погляжу. Как странно. Ведь вовсе не женщина я. Но чем-то пленяет он даже меня. Победу одержит могучий Сухраб! Кто в мире еще так силен и так храбр? Спрячь нож. Нет веревок на мне. Лишь одним связал он меня, честным словом моим. Сухраб благороден. О, да. Обмануть его не могу. Пусть свободен мой путь. Бежать не хочу я. И все ж на обман придется пойти мне, спасая Иран. Сестра, меня давит сомнение груз. Я встречи Сухраба с Рустамом боюсь. Я тоже. Да. Может погибнуть герой, столкнувшись с такой железной горой. Лета ведь не те у него. Едва ли живым он уйдет от него. Как мне жаль. Так молод еще он. Да нет же. Он стар. О ком говоришь? О Сухрабе. Рустам, Рустам, вот о ком сожалеть ты должна. Ты что, позабыла? С Тураном война. Вам, женщинам, родина дорога, пока не влюбились хотя бы во врага. Молчи! И спасибо скажи, что мне брат. Не то вы... Ты, как видно, умом не богат. Прощай. Подожди! Подожди, породил нас отец один старый лев. Пропусти, наконец. Прости. Я в гневе забыл порождение льва, всегда порождение льва. Все равно, будь лев или львица, одно. Прощено, пусти. Но пойми, мы стремимся с тобой дорогами разными к цели одной. Я встречи Сухраба с Рустамом боюсь. Ты тоже. Давай заключим же союз и сделаем все, чтобы встречи опасной той не было вовсе. Согласна? Согласна. Опять. Что такое? Опять чей-то взгляд. Я чувствую, будто за мной следят. Откуда и кто? Будто из-за колонн. Внимательный взгляд на меня устремлен. И это тревожит и мучит меня. Да и ты. Ты все слышал? Возьми огня. Если кого там увидишь, схвати. Нет. Пусть жизнь идет, как ей должно идти. Хочу я понять, без волшебства и чудес. Кто все же коварнее? Жизнь или бес?
Нет, нет. Не пойду я. О, гнусный смутьян! Как смеешь! Оставь! Ты не видишь, он пьян. Я сам погляжу, кто там. Ладно, иди. Застанешь врасплох, и тогда напади. Ты виделась с братом? Потом расскажу. Нам надо идти. Да еще погляжу. Как странно. Туранец, что занят вином, мне смутно напомнил о чем-то родном. Зачем так упорно глядишь на него? Тебя подослали к нему? Для чего? Ты здешний? Привычен ты к этим местам? И кто ты такой? Отвечай! Ну! Рустам! О, радость! О, счастье! Всевышний Творец! До битвы привел тебя к нам во дворец. Ты сам к нам пришел без боязни, один. Так знай, что Сухраб твой единственный... Сын злосчастья. Смотри, как он сразу узнал, хотя он меня 20 лет не видал. Сам знаю, Сухраб мой единственный враг, что может внушить уважение и страх. Довольно. Идем. Ты ошибся, Рустам. Зачем помешал, говорить ты устам? Так знай же, что сын, что отца своего. Сухраб. Где Сухраб? Позовите его! Молчи! Где твой нож? Тот хотел закричать, но нож мой заставил его замолчать. Оставила там. Стал противен кинжал, что в сердце вонзило тому, кто лежал. Идем. Убит мой наставник. Но честью клянусь, с убийцей сочтусь, будь он сам Шах-Кавуз. Клянусь всем, чем в жизни своей дорожу, его же ножом я его поражу. Так вышло, что ты лишь один указать мне можешь Рустама. Хотел бы я знать, какой он на вид. Чем отличен мой враг? Какой носит щит? И каков его стяг? На стяге Кавуса есть лев золотой, а что у Рустама? Железный. Пятой дракона он давит. Смотри, если лжешь, тогда от меня ты живым не уйдешь. Вот видишь, шатер с белым стягом, и лев на стяге застыл, к солнцу лапы воздев. Чей стяг и шатер? Это сам Шах-Кавуз. А синий с драконом чей стяг? Это туз. Стяг желтый, друг друга в объятиях стеснив, два тигра на нем. Это чей? Это Гиф. А красный с орлом? То могучий Бахрам.
Лиловый где Барс? Тогударс. А Рустам? Рустам где? Душой не криви. Мой совет. Пусть будет прямее стрелы твой ответ. Рустам где? Туда погляди. Где овраг? Шатер. И зеленый над ним реет стяг. Дракон у железного льва под пятой. Я ложью себя запятнаю, святой. Явитесь какой-то у входа, вон там. Быть может, Рустам это? Нет, не Рустам. И у Рустама не той, не левый лев давит, а правой ногой. Но кто этот Витязь? Не знаю. Скажи. Не знаю. А лгать непривычен ко лжи. Но лжешь. Поразмысли как следует сам. Вот-вот грянет бой. Где ж великий Рустам? Шах к славе Рустама ревнует. И сам добиться победы он хочет. Словам твоим я не верю. Но если ты лжешь, запомни, найдет твою грудь этот нож. Нож, Курдафарид! Что ты сделал с сестрой? Убил. Так себя выдаем мы порой. Убит мой наставник ножом этим. Да. За этим она приходила сюда? Помочь мне бежать. Ну а ты? Не бежал. Я дал тебе слово. И слово сдержал. Да, ты благороден и честен, Хаджир. О, если бы им ты примером служил. Еще раз. В последний. Молю, дай ответ. Всю правду скажи мне. Рустам это? Нет. Могучий Сухраб, чтоб не лить даром кровь, согласно старинным обычаям, вновь на бой вызывает 1 на 1 сильнейшего. Есть ли у вас исполин? Донес соглядатый нам, что Афросиаб Рустама велел не щадить. И Сухраб в том клялся. Зачем же? Скажите, друзья, навстречу идти этим замыслам. Я другое хочу предложить. Сам сражусь с надменным туранцем. Любезный мой туз, Рустам поражения не знал никогда. Кто ведает, где притаилась беда. Не сделать ли так, чтобы, выйдя на бой, Сухраб не узнал, что он бьется с тобой? Я имя в бою никогда не скрывал. Такого позора еще я не знал. И все ж для спасения Ирана, герой, на этот раз имя свое лучше скрой. Война есть война. Что к победе ведет, То все хорошо. остальное не в счет. Привет тебе, враг мой. Хочу, чтобы мы в бой без глаз посторонних вступили с тобой, себя оградив от бесчестных стрелков. Согласен. Так вот мой противник каков. Разумен, хоть явно он из храбрецов. Возьмем лишь заслон из надежных бойцов.
Красивое место. Долину зовут долиной белых тюльпанов. Мы тут останемся? Можно. Расставим посты. И только вот жаль, что потопчем цветы. Годится? Начнем. Но торопишься в бой напрасно. Я мигом покончу с тобой. Полегче, полегче. Полегче, юнец. Потом поглядим, кто найдет здесь конец. Я старый боец, ты всего лишь юнец. Я рати один побеждал. Но постой. Не сам ли Рустам ты? Нет, воин простой. Ответа правдиво жду. Успокой волнение мое. Свое имя открой. Да кто ты? Рустам? Отвечай, наконец. Нет, он богатырь. Я же скромный боец. Тогда берегись. Так с чего же начнем? Согласно обычаю, копья метнем. Хоть я побежден в этой схватке тобой, у нас есть обычай. Твой первый не бой. Противнику в нем победивший герой дает провести вслед за первым второй. Обычай такой благороден. Ну что ж, мне было противно пускать в дело нож. Давай отдохнем, а потом снова в бой. Что он наделал? Безумец слепой. Глупец, упустил он добычу. О, я весь дрожу. Как об этом поведал ты здесь? Я здесь и не здесь, я везде и нигде. О, вспомнит Сухраб о своей доброте. Доверчивый юноша. Раскрыл он селок, в который дракон уж было завлек. О, глупость юнца, да, забыл наш Сухраб. Врага не щади, как бы не был он слаб. Хочу тебе правду поведать.
Любовь к тебе почему-то я чувствую. Вновь прошу, ответь мне, кто ты? Если Рустам, то мир предлагаю тебе я. И сам в песок закопаю клинок свой. И бой опять начинать мы не станем с тобой. Нет, станем, юнец. Потому что врагу позор поражения простить не могу. В сиянии славы я ими скрывал. Теперь же, когда так бесславно я пал, открыть свое имя? О нет, ни за что. Эй, жаждущий славы! Совсем не то, чем хочешь меня ты представить. Рустам тебя бы подбросил к самим небесам. Но вижу, ты к бою еще не готов. Раздет ты. Да, славно поспал я, без снов. Но ждать я тебя не заставлю. Постой. Что там на тебе? Будто луч золотой. Ношу талисман я. Но и без него сумел бы врага победить своего. О, как мне надоела твоя болтовня. Зачем победить ты собрался меня? Все сломано. Если оружия нет, обнявшись мужи, бой бросаю. Ребят ломают друг другу. Еще раз в бою измеряем силу твою и мою. Ты воин, но женщина, значит, должна понять, что такое для женщин война. Я мать и жена. Я пришла в этот стан, чтоб с сыном в бою не столкнулся Рустам. Явилась ты поздно. За этой грядой дерутся Рустам и Сухраб молодой. О, увы! И любовь им не сжала сердца. Отец целит в сына, сын метит в отца. И звери, и птицы, и жители вод. О, всякий потомство свое узнает. Враждой ослеплен человек лишь один. Не видит, где враг, где родной его сын. Веди меня к ним, умоляю, веди. Нельзя. Там заслоны стоят на пути. А впрочем, схитрим. Положись на меня. О, только бы бой прекратить там. Коня! Смотри, как несется! Ну, прямо огонь! Без всадников! Сбросил! Да, бешеный конь! Куда ты? Вернись! Да оставь! Что с тобой? Не тронь! Он есть конь! Не вмешается в бой! Что, Витязь, тебе не под силу Сухраб? Ты крепок, юнец. Но ты уже слаб. Мне чувство, Творец, одолеть помоги, что в сердце вселилось, хоть мои враги. Боюсь я в бою причинить ему вред. Что это со мною? Безумие? Бред?
Я нежность испытываю к юнцу, которая свойственна только отцу. Все силы мои подкосила она. Верни мою ярость. Война есть война. Война есть война, остальное не в счет. Все то хорошо, что к победе ведет. Рустам! Он твой! Витязь, себя ты не мучай. Вручен был от жизни моей тебе ключ. Но ты не виновен. Горбун, небосвод, сегодня мне гибель без времени шлет. В забавах промчится ровесников день. Меня же укроет могильная тень. Не можешь ли, Витязь, убийца мой, снесть Рустаму, бойцу знаменитому, весть? Сухраб в поединке повергнут во прах. Он умер со словом Рустам на устах. Рустам пред тобою! Взгляни, вот отец, что сам твой ускорил ужасный конец! Гляди же! Так значит, Рустам, это ты? Я стала быть жертва твоей слепоты? Неправда! Так кто ты, коль ты не Рустам? Она солгала. Вечно ложь и обман. Я правду сказала. Мой нож? Талисман! 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 Вот мой талисман. Не желаю того. О, горе! Я сына убил своего. Мой сын. Он мой сын. Мой сын! О, Ездан! Как посмел ты! Кого я убил? Себя самого в своем сыне. Тебе не раз говорил я, что это в судьбе твоей непременно случится. Ты здесь? Я здесь и не здесь. Вот она! Твоя месть! Я тут ни при чем. Ты убил себя сам. В том чертовой честью клянусь я, Рустам. Эй, гусь, с кем ты там? Посмотри-ка, Хуман. Без всадника конь мчит во вражеский стан. О, горе! Повержен Сухраб. И Рустам повергнут. Вот конь его Рахш. Ой, Ездан, какой ты мне случай даешь. Эй, хромой, труби. Нет Сухраба,
как сам в этот бой войска поведу и повергну Иран к стопам Афрасиаба. Труби же, болван. Что с ними случилось? Чем кончился бой? Да, кажется, пали и тот, и другой. О, горе! Зачем так судьба моя зла? Мать сына любимого пережила. О, шах! В поединке сейчас умерщвлен Рустам! Я погиб! И Сухраб! Я спасен. Трубите войскам. Нам пора выступать. Поможет Йоздан уничтожить их рать. Видать, не удастся застать их врасплох. И так победим, коль поможет Йоздан. Или черт. Впрочем, здесь он не нужен. Свой век и сам коротит скорпион-человек. В земле он исчезнет, свой род загубив. Нет, Гиф, так не выйдет. Мой сын будет жив. Рахш! 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 Пока еще жив мой единственный сын. К Кавусу скачи. У него есть кувшин с бальзамом целительным. Я для себя его никогда не просил бы. Сюда любой ценой привези мне бальзам. А Шаху скажи, обещает Рустам, что сын его, если останется жить, ему, как отец, будет верно служить. Отец, она лжет. Мой сын, тебя, чтобы спасти, не осталось другого пути. Отец, умираю. Нет! Нет! Не страшна мне смерть. Я боюсь, что продлится война. Отец, позабудь, что туранцы враги. Без боя домой. И мути помоги. Тебе клянусь, что покончу с войной, довольно и зла, совершенного мной. Хуману, внуши, чтоб увел он войска. Да, сын мой. Врага своего там будет прикончить удобнее всего!
что же, поэт, ты из песен хотел создать себе памятник. Жалкий удел. Вот мой, то ли дело, гора черепов. Ну как? Ты со мной поменяться готов? Что слава поэтов? Пойми, только шах, что больше голов снес, прославлен в веках. Да как? Ты согласен? Подумай об этом. Куда мне? Уж лучше останусь поэтом. Уж лучше? Опять в сундуке твоих слов, как будто два дна. Ты к сражению готов? Да, шах, все готово к сражению. Конец. С бальзамом твоим опоздал ты, гонец. Послал тебя шах. Тахмина, ты помнишь еще мое имя? Жена. Ты жив. А он? Нет, я мертв. Я мертвее, чем он. А он только спит, но навеки тут сон. О, сын мой, ты мертв. А твоя ли вина? Проклятая, страшная эта война! Но живы владыки, что в пропасть войны толкнули вас, юные наши сыны! Зачем? Почему? Для чего? Твой сын не один. Сегодня даст повод слезам матерей. Слышишь? Гул, грохот. По воле царей два войска навстречу друг другу идут. О, скольких напрасно их матери ждут. Сухра перед смертью наказывал мне конец положить этой страшной войне. Пойду, расскажу затевающим бой, как был поражен я, Рустам сам с собой.
отчаянии к вам. Моей ужасной судьбой, что выпало мне, не развязывать боль. Долиной кровавых тюльпанов с тех пор зовут этот край, что лежит среди гор. Рустам жил недолго, за сыном своим сошел он в могилу тоскою томим, а следом за ним и его Тахмина. Давно миновали уж те времена, известно предание. В часы темноты, как люди, здесь плачут и стонут цветы, и тени Рустама и Тахмины здесь бродят ночами, печали полны. Вот старая быль, много мудрости в ней, но все еще люди не стали умней.